Здравствуйте, это «Вечерняя смена». В студии Зарина Бабачева. Мы работаем в прямом эфире. Северная Осетия делает уверенные шаги в развитии туристической отрасли. На минувшей неделе в Цейском ущелье подвели итоги 5-го Кубка Республики по туризму. Участники соревновались в конкурсах песни, краеведения и кулинарии. В состязаниях участвовали и национально-культурные общества. Соревнования были посвящены мастеру спорта по туризму Борису Бероеву. Более 20 лет он был председателем Северо-Осетинского совета по туризму и экскурсиям. Сегодня у нас в гостях капитаны команд, победители Кубка по туризму. Здравствуйте, уважаемые гости. Ирина, начнем с вас. Вы победители, у вас первое место. Расскажите, как проходил турнир. Вы знаете, турнир проходил очень интересно. Мы второй раз принимаем участие в Кубке. В прошлом году соревнования проходили в черте города, а в этот раз мы выехали в Цей. Соревнования проходили в течение 2 дней. Победа далась очень нелегко. Команды были очень достойные. Сильные. Да. Вы представляете технологический центр «Баспик». Да. Расскажите подробнее о вашем центре. «Баспик» занимается изготовлением микроканальных пластин, которые являются комплектующими для приборов ночного видения. Также в «Баспике» ведется большая научная работа под руководством нашего директора Кулова Сослана Кубадевича. А как вы узнали про конкурс? Как вам удалось попасть туда? В прошлом году нас пригласил турклуб «Алания» для участия в конкурсе, и мы с удовольствием приняли участие. Наше руководство всегда поддерживает подобного рода начинания, и мы за здоровый образ жизни, и у себя стараемся проводить различные мероприятия, направленные на поддержание спорта, и поэтому подобного рода мероприятия с удовольствием мы приняли участие в них. Сколько человек в команде? В команде было 10 человек. Команда тоже у нас подобралась очень достойная, дружная. Каждый участник смог проявить себя в том или ином конкурсе. Кто-то пел, кто-то играл на гитаре, кто-то принимал участие в кулинарном конкурсе. 6 человек из команды принимали участие в прохождении полосы препятствий от туртехники. Давайте подробнее про эту полосу препятствий. В этом году полоса была гораздо сложнее. Необходимо было пройти переправу через реку. В одну сторону это была переправа по бревну, обратно это была навесная переправа, где как раз-таки очень важна командная работа. 2 участников стоят с одной и с другой стороны реки, а один участник при этом должен преодолеть препятствие. А расскажите, как-то готовились к этому? Подготовка была у нас. Организаторы проводили тренировки, которые проходили в парке «Металлург». Организованы тоже были на высоком уровне тренировки. Старались подойти с пониманием ко всем участникам. Проводили тренировки в вечернее, в нерабочее время, в выходные дни. И давали всячески полноту знаний для дальнейшего прохождения препятствий. А к полосе препятствий как готовились, как тренировались? То есть в черте города? Или... Да, конечно, это далеко от того, что было на самом деле уже в Цее, но основные этапы мы смогли попробовать, потренировать, поэтому имели представление, с чем мы столкнемся уже непосредственно на Кубке. Вот второе место досталось команде «Победит». Наталья, расскажите, как вам удалось пройти эти препятствия? Я участвую в соревнованиях уже 5-й раз, и в ЦЕИ тоже 5-й раз. Я вам скажу, что в этом году трасса была намного усложнена, чем прошлые года. И нашей команде, конечно, немножко не повезло, немножко мы не дотянули. А в чем именно? Да, нам не дался горизонтальный маятник. Это было самое сложное препятствие, по-моему, в этом году. Позапрошлый год был горизонтальный маятник, но он был намного проще. В этом году был очень усложнен, и на нем мы все и провалились. А в каких еще конкурсах участвовали, где, возможно, лучше себя проявили?
Во всех остальных конкурсах команда «Победит» заняла первые места. То есть это и туристическая песня, и конкурс «Горный повар», и «Знание родного края». Мы были сами довольно-таки удивлены показателями в этом году родного края. По-моему, в нашей команде это первый раз мы заняли первое место в родном крае. Но каждый год мы пополняем копилочку своих знаний. Честно говоря, многие говорят, что вот в этих соревнованиях большое значение имеет именно трасса. Но я считаю, что, например, для меня конкурс «Родной край» привел меня к большим знаниям о нашем родном крае. Очень важно. Я очень много нового узнала о наших горах, о нашей республике. Мне очень интересно познавать наш родной край. То есть туризм — это не просто подняться в горы и Это не почувствовать свежий просто, воздух? нет. Так, а расскажите, пожалуйста, вот вы говорите песни. Что за песни такие были? Песни были разные. Мы, например, переделывали песню Газманова «Ясные дни». Слова придумывал наш бывший капитан Бондарев Сергей. Он у нас играет и на гитаре, его отец играл нам на баяне. А слова каждый год мы сами переделываем. И вот первый год, конечно, у нас была даже авторская песня. Он сам и музыку сочинял, и слова. Сейчас немножко проще. Ирина, а у вас что было в программе? У нас тоже была песня. Слова написала наша сотрудница, участница команды под песню группы «Добро. Юность». Мы двое участников играли на гитарах, а остальные пели. А скажите, откуда у вас вот этот азарт участвовать в конкурсах, еще и туризм? Вы любите путешествовать, возможно, с участниками команды куда-то выезжаете? Мы часто организуем какие-то экскурсии, выезды за город, стараемся наполнить этот выезд, не просто выехать и посидеть на природе, да, а куда-то сходить, что-то новое узнать. Благодаря прошлым соревнованиям, прошлогодним, например, у нас многие сотрудники стали больше посещать экскурсии с турклубом совместно. И это очень расширяет горизонт и большое удовольствие приносит всем. А как вы считаете, что главное все-таки в туризме? Выбраться куда-то отдохнуть или изучить то место, где ты находишься? Очень интересно изучать, конечно, да. Я за последний год очень многое узнала, путешествовав с турклубом. У нас такая красота гор, такая природа, которую очень хочется и интересно изучать. Наталья, а вы как считаете? Я считаю, что все-таки, наверное, изучать. Этот отдых, он абсолютно другой по сравнению с тем, когда ты просто выезжаешь за город и сидишь на одном месте. Например, я вообще увлекаться стала туризмом, походами. Первый мой поход состоялся после турнира 2016 года. Это был первый турнир и первый же мой поход. После этого я стала очень часто ходить в походы. И теперь, когда мы просто выезжаем за город, мне довольно-таки неинтересно. И просто даже не нахожу себе места. Мне неинтересно сидеть на одном. Мне надо куда-то идти, что-то узнавать, смотреть. Так намного интереснее отдыхать, когда ты ходишь, смотришь наши красоты. Сегодня у нас в гостях еще и гости из Узбекистана. Джанибек, здравствуйте. Вы как давно приехали в Осетию? Я приехал сюда, в Осетию, в 2011 году. Скажем так, работать, и семью поддерживать. И, в течение 6 лет, помогал отцу и помогал семью там. А как вы узнали про Кубок по туризму? Мы в прошлом году тоже участвовали, и так как в прошлом году мы занимали 2-е место, и нам в этом году тоже предложили участвовать, мы с удовольствием согласились. И вы состоите в национальном обществе Узбекистана? Да. Расскажите о вашей деятельности. Наша организация, национальная, Всеконгресс узбеков и узбекистанцев, в первую очередь наша задача состоит в том, что поддерживать наших земляков, которые
приезжают и приехали, которые здесь живут, поддерживать их чем-нибудь там, разрешение на работу там с документациями. В этом суть, в этом заключается. Мгм. А давайте больше поговорим про кубок. Как вы участвовали, сколько человек было у вас в команде? У нас в команде участвующих было 6 человек. У нас среди нас были повары и певцы. Вы представляли национальную кухню, я так понимаю. Да. Что готовили? Мы готовили национальный узбекский плов. Как сказать, старались, чтобы наш плов получился на наивысшем уровне. Но так как кое-какие сложности были. Ну, в конкурсе по кулинарии у вас первое место было? Нет, ну, у нас мы не смогли занять первое место, мы заняли второе место. Первое место занял Таджикистан. А какие еще были национальные общества, помните? Национальное общество Таджикистан и казаки, Татарстан. Еще были Риком, Осетия. Ну, по-моему, все. А в каком конкурсе лучше проявили себя? Я думаю, что по всех конкурсах мы старались хорошо себя проявить. И я считаю, что на конкурсе песни мы хорошо поучаствовали. Исполняли национальную тоже? Да, тоже национальную. Песня группы Ялла «Учкудук». Заняли первое место. И там вот все хорошо старались. Я, капитан команды, старался всем вот сказать, вот, чтобы они поняли, что это серьезно, что надо повторять, надо каждый день петь, чтобы, ну, старались. А еще, ну, естественно, горный туризм, последний этап, по моему мнению, мы тоже вот хорошо старались. А что необходимо было там сделать? Там надо было, необходимо было пройти полоса препятствий. И, Как раз та полоса препятствия, которую да. вы говорили. Там именно вот полоса препятствий, второй этап, то есть первый этап был, вы берете билеты, и там написано, какой узел вы должны завязать. А второй этап уже вертикальный маятник. Все общества и организации в этом этапе, ну, очень сложно было этот этап пройти. И так как, скажу, что мы хорошо готовились до этого, да, на тренировках, нам как-то полегче, наверное, удалось именно вот вертикальный маятник. И у нас это вот хорошо получилось. Спасибо большое. Ирина, вам еще вопрос. Как вы считаете, как приспособить себя вот к этим туристическим условиям, к диким условиям, если человек и не готовился, но все-таки ему приходится как-то выживать и быть подготовленным к любым ситуациям? Здесь многое зависит от настроя человека. Если в душе есть вот эта романтика и любовь к туризму, к природе, то любые условия возможно преодолеть. Если смотреть именно по подготовке, конечно, нам давали необходимые знания. Мы учились вязать узлы, мы учились преодолевать вот многие этапы. Поэтому там уже непосредственно на природе, на кубке уже было легче приспособиться. А что касается кухни?
Тоже конкурс был очень интересный. Мы первый раз принимали в нем участие. Для команд организации было условие, по которому продукты используемые должны были храниться не менее 5 дней вот в горных условиях. То есть те продукты, которые турист мог бы взять с собой и унести в горы. То есть вы заранее в городе закупили продукты? Да, предоставлялась только газовая горелка. Все остальное, посуда, котелок, продукты, необходимо было команде приготовить самостоятельно. И ограничено было время, всего 1,5 часа. Тоже в горных условиях дольше, конечно, закипает вода, варятся овощи. Поэтому Вот мы сейчас можем очень видеть, интересно, как это происходило. Да, было успеть. Конечно, вот для культурных обществ, которые готовили национальные блюда, это осложнило задачу, но все равно узбекский плов был очень на высоком уровне. Удалось попробовать. Да, да. А что вы приготовили? Мы приготовили шурпу. Это блюдо из овощей и тушенки. То есть стараясь соблюсти те условия, которые были заданы. Мгм. А кто оценивал команды и строго ли это все было? Была большая судейская компания, коллегия. Каждый конкурс представляли разные судьи. То есть никаких, А какие конечно, критерии были? в каждом конкурсе разные критерии. Кулинарный конкурс – это вот опять-таки срок хранения продуктов, вкусовые качества, конечно. Было ограничено количество людей, принимающих участие. 3 человека с команды должны были принимать участие. Как блюдо будет представлено. То есть мы еще подготовили презентацию своего блюда. Полоса препятствий оценивалась большим количеством судей. На каждом этапе было по 1-2 судей, которые очень строго следили за соблюдением правил. Любой заступ за черту, за пределы препятствия, все штрафуется на каждый. То есть есть перечень штрафов, ошибок, которые вот штрафуются тем или иным увеличением времени. Также в полосе препятствий есть условия, то есть команда из 6 человек, 3 из которых обязательно должны быть девочки. Вот, поэтому тоже командам, у которых девочек в составе не было, пришлось чуть больше, они были уже заранее штрафованы на дополнительное время. А вот конкурс песни тоже оценивали люди с музыкальным образованием. То есть здесь критериями оценки были наличие музыкальных инструментов, играет команда самостоятельно, либо поет под фонограмму, содержание песни. То есть наилучшим образом было бы представить себя, то есть визитную карточку своей организации, совмещая это с туризмом. Какая у вашей организации визитная карточка? Мы в песне представили себя, немножечко описав свою организацию, плюс нашу любовь к туризму. А есть у вас планы и в следующем году участвовать в конкурсе? Конечно, теперь мы должны защитить право обладания кубком. Спасибо большое, что были сегодня с нами, а мы уходим на небольшую паузу. Эфир вечерней смены продолжается. В июне на углу улиц Барбашова и Ливаневского был заложен камень будущего памятника врачам, которые работали с больными COVID-19. Монумент возведут по инициативе главы республики Вячеслава Битарова. Комитетом по архитектуре и градостроительству республики был проведен конкурс на лучший эскиз памятника. Итоги уже подведены. Сегодня у нас в гостях член жюри конкурса Олег Баскаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Тимурбулатович, расскажите, как прошел конкурс, какие были выдвинуты главные критерии отбора? Ну, вы знаете, хочется начать с того, что, в принципе, вот тут данный случай, когда жизнь сама вносит коррективы и в городскую среду, собственно, и вот раньше было невозможно представить себе такой памятник, даже ковида еще как бы не было. Вот это, конечно, вызывает определенную, как сказать, сложность вот тем участникам, которые участвовали в конкурсе. Критерии были, естественно, такие, как любое произведение, которое стоит на площади, в городской среде, должно быть высокопрофессиональным, отражать
тематику. Вот, и желательно, как сказать, не в лоб, не банально, не в стиле каком-то там старом или, скажем, вот как раньше, такого просто чисто тема ради темы. Чтобы как-то остро было решено, само решение, чтобы было таким и современным, потому что мы уже, в принципе, понимаем, что даже вот многие фильмы, многие произведения искусства, они как бы сейчас тот язык уже не проходит. Соответственно, и в пластике вот современной тоже должно отражаться вот наше время. Так что, ну и, конечно, художественно, интересно, насколько это возможно. А кто принимал участие? Художники, студенты? Принимали, вы знаете, вот я потом только узнал, когда уже, значит, объявили победителей, кто за этими цифрами стоял. Я демонстративно не хочу даже знать. Мы, как члены жюри, там их достаточно много, не я один решал, естественно. И было много вопросов. В принципе, потом выяснилось, что и студенты были, и архитекторы, и не обязательно скульпторы даже, и скульпторы профессиональные. Но желательно, чтобы их было, конечно, больше. Именно профессиональных людей, которые занимаются именно скульптурой и монументальной скульптурой. Ну, вот как получилось. А расскажите, какие идеи у художников были? Идеи, знаете, разные. Ну, я уже не первый раз во всевозможных жюри, в детских, и взрослых, и так далее. Обычно бывает большинство, ну, таких решений, ну, которые неприемлемы. Это или в лоб, или какой-то, ну, то есть банальные немножко. Эти темы жюри сразу единогласно, ну, как бы отвергло. Вот. Оставшиеся, во-первых, как проходила сама процедура, это никто ни с кем не советовался. Значит, в жюри были архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, ну, специалисты. И каждый отмечал не то, что какую-то работу, а каждую работу надо было оценить по ряду критериев. Там их около 5-6, что ли. Поэтому и там нужно было какие-то баллы ставить. И потом эти баллы, это достаточно такая сложная процедура. И потом их сложили, и получилось так, что, как получилось. Собственно, первые 3 места были определены. Но, тем не менее, вот даже те, кто, ну, скажем, победители этого конкурса, это не значит, что именно вот так и будет воплощено в жизнь их решение. Потому что даже у победителей какие-то были моменты, на которые надо обратить внимание, что-то изменить. Потому что можно взять, ну, как сказать, за основу идею, но дорешить. Вот такой совет и был дан победителям, и было дано время, и, надеюсь, они правильно воспримут те замечания, которые были высказаны в жюри. А давайте о работе победителя, как она выглядит, что она из себя представляет, можем сейчас увидеть на плазме. Знакомы вам эти работы? Знакомы, конечно, да, знакомы работы, да. Вот справа стоит победитель Ибрагим Демеев. А какая идея у него была? Знаете, здесь, опять-таки, это не мой выбор, как говорится, что тут все было нейтрально, честно и так далее. Здесь идея была такая, что, опять-таки, на переднем плане, ну, без врачей, как говорится, не обойдемся. Вот. И вот тема земного шара звучала у многих авторов. Вот. Это вот, да, как бы, это Вот эскиз. миниатюра. Да, вот этот эскиз победителей, да. То есть, как бы, это глобальная проблема всего мира. Это не касается только и Осетии, и России и так далее. Поэтому, вот, как сказать, ну, тема земного шара, как сказать, вот это как драпировка или что-то, как объемлющая, объединяющая, как сказать, весь мир, и врачи, как бы, вот, они Врачи вышли на передний плане. план, как бы, вот этой борьбы, жертвуя собой. Ну, естественно, это эскиз, и вопросы были по многим каким-то аспектам, потому что в таком виде ставить нельзя, конечно. Ну, сейчас ребята работают, это победитель Ибрагим Демеев, но он работает в группе, как сказать, то есть там были люди, которые, значит, помогали и идею воплотить и так далее. А уже известно, в каких масштабах будет скульптура? Масштабы сейчас вот решили, понимаете, масштаб – это одно из главных профессиональных моментов. Вот если не попасть в масштаб, то может нарушиться все. Поэтому было принято такое, даже не решение, а так, ну, как бы согласованное
такой момент, чтобы выехать на натуру и буквально с рулетками, со всеми делами. То есть вычислить вплоть до там, десятков сантиметров масштаб, размер, масштаб постамента. Потому что были вопросы именно к постаменту, что он немножко в стилистическом плане не вяжется, значит, с основной скульптурой, немножко старомодно и так как бы... Но, видимо, времени было мало и не успели дорешить это самое. Это очень важно. Какой отход, с какой точки он будет просматриваться, как будет просматриваться аллея сзади. То есть Да, очень задача много... стояла не только скульптуру разработать. Нет, конечно. Вся но и внешний вид городская скульптура, она без архитектуры, без архитекторов, профессионалов, ну, быть не может. Поэтому вот это все сейчас будет решаться. И, как говорится, чтобы совместное решение было принято уже на хорошем уровне. А уже известно, какие сроки, когда мы увидим? Сроки, вот, ну, я не в теме, как говорится, ну, примерно где-то, по-моему, около месяца будет дано на устранение каких-то вот недостатков и более, что ли, остро решить и пластически, вот, и образно, вот как эти фигуры, как низ будет, как, скажем, на какой высоте будут располагаться там. То есть было мнение немножко опустить постамент и, может быть, даже пластически его просто поменять. Вот. И цвет, и форма, и так далее. Чтобы более современным сделать, конечно. Автор будет сотрудничать с комитетом? Ну, конечно, автор, он за это будет отвечать, как говорится. Ну, естественно, тут уже включился коллективный разум, как говорится. И потому что когда вещь будет стоять, это очень сложная тема. Скажем, когда каким-то героем или каким-то образом там, литературным, это ну, сложно делать все, конечно. Но там ясна бывает идея. Что делать? А тут, понимаете, тема такая, очень сложно было придумать что-либо, чтобы воплотить в каком-то удобоваримом и современном и профессиональном плане вот эту тему. А как часто вообще проводятся конкурсы? Насколько я знаю, есть уже художники, которые заявили о себе давно, и чаще они выдвигают свои работы и ставятся памятники. Но вот незнакомым нам художникам, как часто проводятся такие конкурсы? И нужны ли они? Конкурсы нужны обязательно, потому что это не нами придумано в Осетии, как говорится, это и в России, и во всем мире, собственно, эта тема звучит, потому что нужно выбрать лучшее. Ну, насколько это бывает, как сказать, объективно и честно, это уже второй вопрос, как говорится. Но везде по-разному это решается. Но здесь уже просто у нас назрел момент, что ну, уже сколько об этом говорится, что надо ну, прислушиваться к мнению жюри. Если вы выбираете жюри, значит, из профессионалов разных слоев. И не только даже профессионалов. Даже нужно обязательно в какой-то мере прислушиваться, как сказать, ну, как говорят, вот, к обычным людям, ну, естественно, развитым, которые уже в какой-то профессии состоялись и так далее. Иногда взгляд со стороны помогает автору, художнику в любом виде как-то по-новому посмотреть. Иногда в своей зацикленности на профессионализме, значит, забывается, что-то упускается главное. Вот. И конкурсы проводятся, кто участвует там, ну, в регламенте пишется это все, естественно, но имеют право принимать все, вот, скажем, творческие люди. Вот. Вдруг иногда, значит, бывает, что идея не профессионала, как сама идея, бывает даже острее, потому что они не боятся смело мыслить, потому что у профессионалов часто бывают, опять-таки, какие-то догмы, вот какие-то уже штампы и так далее. Но если профессионал еще и оригинально придумает, то это бывает, конечно, здорово. Вы сказали, что некоторые детали вот в скульптурах были недоработаны и, возможно, старомодны. А какая она современная скульптура? Ну, современная – это такое понятие, понимаете, вот... Ну, не будем брать всякие гаджеты, всякие, значит, технические навороты. Человек, по сути, он во все времена был, с древних времен, можно сказать, не меняются его инстинкты. И человеческие, и всяческие, и духовные, и так далее. Вот. Но все равно время диктует свои правила в жизни. Вот, скажем, меняется менталитет. Наш глаз уже привык, как сказать, к такому темпу. То есть и язык такой, вот, даже в музыке эти клипы, все, вот как сейчас уже модно говорить, клиповое мышление. У нас столько информации, которой раньше не было. Уже нет времени, скажем, подумать. Часто бывает, потому что беготня, суета, все давит,
как говорится, этого экрана там и хорошее, и очень много негатива, и поэтому человек как бы теряется, бывает раздавлен даже иногда вот этой негативной информацией, потому что невозможно на это не реагировать. И поэтому, скажем, у нас нет столько времени, как вот голландцы, как свои голландские натюрморты, вот эти все эллипсы вырисовывали, это было мировоззрение того, как бы созерцательное. Сейчас нужно как-то более короткие, сжатые сроки, выдать больше информации и даже вот знаково, чтобы человек сразу как бы по знаку понял, о чем речь. Поэтому вот эти таблички, все они, значит, упрощают нашу жизнь. Естественно, вот сейчас, ну, как сказать, медленно говорить даже вот в фильмах и так далее, чтобы долго что-то там объяснять, ну просто человек уже не будет воспринимать. Нужно вот этот короткий миг, который, значит, зритель тебе предоставлен, значит, ну, условно, ну, как сказать, емко, быстро, это в любом виде, значит, дать ему то, что ты хочешь сказать. И пластика современная, ну, не просто, и реализм и сейчас, он никогда никуда не уйдет. Ну, естественно, высокий реализм, вот, он всегда будет. Но все равно какие-то ходы современные, они вот по всему миру уже, бывают очень удачные моменты, которые, как сказать, обобщают, не просто иллюстрируют, как бы, а обобщают само событие. Как бы бывает изображение самой сути, а не просто иллюстрации. Мгм. А скажите, художник, скульптор, он должен ориентироваться на местность, где он проживает, и для какого народа он делает свои работы? Ну, в какой-то мере, конечно, да. Не надо сильно потакать, потому что это ведет, ну, можно сказать, не совсем туда, куда надо. Нужно идти в ногу со временем, и тем более уже мы знаем, вот, скажем, вот в Италии, как вот в те знаменитые годы, значит, вот была венецианская школа, флорентийская, болонская и так далее. Чтобы из Венеции приехать во Флоренцию, нужно было, значит, то есть они просто были изолированы, поэтому были разные школы. Сейчас одним кликом, значит, мы можем знать все, что в мире творится. Поэтому сейчас информации гораздо больше, поэтому сейчас идет глобализация не только в политике, но и в культуре, в искусстве, и поэтому многое унифицируется и, как говорится, становится однообразным, похожим. Вот. И вот в данном случае то, что вы говорите, очень важно. Идентичность своей какой-то культуре, данной местности, народа очень важна. Но ее можно сделать на каком-то таком, ну можно сказать, таком низкого уровня, примитивном, чисто как сувенирный вариант. Вот. А можно сделать на высоком. Тем более у нас такие примеры в нашей культуре с древности. Это и скифское золото, и кубанская культура. Это высочайшие образцы, вот именно как вот произведения искусство – это высочайший пример. И нам нельзя падать, как говорится, ниже такого уровня. Мгм. А вот в данном случае памятник медикам, это должно было быть связано с Осетией или все-таки в глобальном смысле? Ну, знаете, в данном случае Осетия, как капля в океане, она часть мира, часть Вселенной. Поэтому в данном случае это такая тема глобальная скорее. Просто как бы наша дань тем вот врачам, которые, можно сказать, рискуя жизнью, выполняли свой долг. Вот мне отрадно, вот хочется всем врачам, я так и наслышан, и видел, как они действовали. Это просто вот современные герои нашего времени. Поэтому низкий поклон всем, до техничек, до медсестер, просто это уникальные люди, конечно. И слава Богу, что в наше время, помимо там экранных каких-то там звездочек, так называемых, значит, сейчас востребованы стали такие профессии, как врач, скажем. Это очень важно. Я думаю, что этот памятник именно будет вот этому. И это очень правильно. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Ну а мы уходим на рекламу. А мы снова в эфире. К нам присоединились гости из театра юного зрителя «Шаби». Совсем недавно они вернулись из гастролей, побывали в солнечной Абхазии. Расскажите, как прошла поездка? Насколько я знаю, вас там всегда ждут, и вы не впервые уже с гастролями там. Да, добрый вечер. В этом году была третья поездка нашего театра в Абхазию после очень длительного перерыва, потому что театр кукол «Шаби» крайний раз в Абхазии был в 1984 году. Вот. И 2 года назад мы решили возобновить эти мосты дружбы, так скажем, между нашими народами, республиками. В республике Абхазия, к сожалению, нет
театров для детей, для юношества. Поэтому наш первый и последующие приезды в эту республику, конечно, сопровождались большим ажиотажем среди детей и их родителей. Вот. Наш коллектив очень сильно полюбился абхазскому зрителю. Поэтому это уже входит в традицию некую. Впрочем, я так и сказал в одном из интервью журналистам из Абхазии. То, чем мы занимаемся, это мы создаем традиции для будущих поколений, которые будут также объединять наши культуры, наши народы. Очень благодарный зритель в Абхазии. Для него это, для большинства из них это нечто новое, открытие. В принципе, театральная традиция Абхазии, она очень давнишняя, глубокая. Очень интересные театры для взрослых. Очень интересные режиссеры, актеры работают в Абхазии. И, конечно, для того, чтобы зритель пришел в этот театр, конечно, его надо воспитывать с самых самого раннего возраста. Я думаю, что мы играем очень важную роль. А какие спектакли представили? Вывезли мы в Республику Абхазия 3 спектакля, один из которых премьерный, был поставлен за время вынужденной изоляции нами, и в Абхазии мы сыграли премьеру. То есть зритель в Осетии этот спектакль еще не видел. Также получилось и в прошлом году. Кстати, мы премьеру играли на фестивале в Чебоксарах, и после этого второй спектакль мы сыграли уже в Республике Абхазия. Это был спектакль «Дочь солнца» в постановке Ирины Баграевой. Он очень понравился зрителям, и мы его повезли в этом году еще раз. А премьерный спектакль – это спектакль по пьесе «Ленинградская легенда». Называется он «И мы защищали Родину». Был поставлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Очень познавательная пьеса, спектакль в постановке нашего режиссера Амзора Баракова. Наш зритель увидит его уже 10 октября. Мы открываем наш сезон. С этого спектакля будет премьера. Играем мы на площадке Дворца культуры металлургов, ныне Дом народного творчества. В здании вашего театра все еще ремонт? В здании нашего театра продолжается ремонт, который, мы надеемся, к концу октября будет завершен, и Новый год мы уже встретим на своей площадке, в своем отремонтированном здании. А что уже сделано, что осталось доделать? Основная часть работ практически сделана, заменена кровля. На данный момент идут отделочные работы на всех уровнях, то есть начиная с подвала, заканчивая 2-м этажом. Монтируется пол зала зрительского на данный момент. Кладется керамогранит в каких-то местах. То есть отделочные, уже малярные работы идут. Поменены окна на фасаде здания, во дворе. То есть все согласно графику. Насколько я знаю, в Абхазии вы выступали под открытым небом, да? Один из спектаклей проходил. Расскажите, как вам такой опыт? Конечно, опыт играть в спектакли на открытую площадку, это, как сказать, в Абхазии это было не первый раз. То есть мы уже так практиковали, но на такую большую аудиторию было, конечно, первый раз, потому что на набережной возле театра собралось очень много людей. Конечно, актеры очень волновались, потому что это такие природные условия, которые нужно и посылать звук дальше, и ярче играть, да, то есть зритель от тебя намного дальше, и ты с ним не можешь контактировать, да, это тоже создает какие-то необычные условия для актера, потому что у нас спектакль, в принципе, поставлен на таком контакте, да, актер общается часто со зрителем, непосредственно с детьми,
Сейчас это было намного тяжелее, потому что сцена была очень высокая, большая, зритель находился далеко от актеров, и было тяжело работать. Но наши актеры, артисты очень хорошо справились со своей задачей, с работой. И, конечно, это тоже вот придало какую-то новую эмоцию им, потому что они сами признавались, как необычно и тяжело было это делать. То есть дотянуться до каждого. Я правильно понимаю, это было первое такое большое выступление после перерыва, после пандемии? Да. Как адаптировались, как вошли вновь во вкус артисты? Ну, пришлось поработать над этим. Перед отъездом мы вышли на месяц раньше с отпуска. Были назначены репетиции всех спектаклей, которые пойдут на гастроли. К сожалению, это были единственные гастроли, которые нам удалось осуществить в этом году. Были также запланированы гастроли в Южную Осетию, были запланированы гастроли в Республику Хакасия, в Абакан. Но в силу обстоятельств осуществились только гастроли в Абхазию. И то из-за снятия режима вот этого пересечения границ нам удалось все-таки реализовать эти гастроли. Они были запланированы годом ранее, поэтому отменять их было крайне сложно. Но даже в этих обстоятельствах мы практически все задуманное реализовали. Не сыгрался всего лишь один спектакль, который был для самых маленьких, для дошкольного возраста, в силу того, что детские сады были на карантине. Вот. А за 2 недели пребывания в Абхазии у нас было 8 рабочих дней, и практически было сыграно 8 спектаклей. И спектакли, самое важное, прошли в разных районах Абхазии, не только в Сухуми, в столице, но и в Гудаукском районе, в горных районах. То есть вот, у вас кстати, такое сейчас путешествие состоялось? то, что мы видим на экране, это спектакль в высокогорном селе Ачамдара. Это очень большое село, достаточно очень много там детей. На спектакль пришли и много взрослых, очень тепло нас встретили. Для них, к сожалению, стало открытием, что мы не первый год приезжаем. Они вот, депутат их местного собрания пригласил нас и в будущем приезжать к ним. Культурный обмен у вас состоялся. Да. Расскажите, как важно артистам выезжать куда-то в другие регионы, в другие города, чтобы проявить себя? В большей степени важность не только в том, чтобы показать то, что ты умеешь, а вообще профессия актера, режиссера, вообще все театральные профессии, они строятся на мировоззрении, на кругозоре. Откуда его можно черпать? Безусловно, из книг. Но самое важное – это смотреть своих коллег. Смотреть спектакль, вообще, что происходит в мировом театре. Смотреть это путем телевидения или интернета, это, конечно, одно. Но театр – это живое здесь и сейчас. Поэтому гастрольные, обменные гастроли, фестивали, конкурсы, они очень важны для творческого потенциала и актеров, и режиссеров. Обмен опытом, обмен эмоциями, обмен знаниями. Это очень важно в профессии. Ирина, присоединяйтесь, расскажите, как прошла поездка. Нас встретили очень хорошо и очень нас ждали уже. Это уже 3-я наша поездка туда, и нас уже ждали. Спектакль, который мы играли «Дочь солнца» режиссера Ирины Баграевой, мы его уже повезли туда 2-й раз. 2-й раз. 1-й раз наша аудитория были исключительно школьники и дети. А в этот раз, так как нам пришлось экспериментировать, уже выходить на большие площадки, возрастная категория у нас выросла людей, и нас уже посмотрели и дети, и взрослые. То есть спектакль даже во 2-й раз не потерял свою актуальность, и он еще стал еще популярнее. И мы сделали правильный выбор. Что А давайте о сюжете спектакля. Ирина, может быть, вы? Да. Сюжет нашего спектакля, нашей абхазской сказки состоит в том, что
такая вот страна Абхазия, которая в какой-то момент из-за очень злого царя лишилась солнца. И все знают, что Абхазия — это вот, правда, страна солнца, да? Страна мандаринов, вот этого всего яркого, вкусного, сочного, моря. И вот народ Абхазии лишился солнца, и появляется один маленький человек, в которого поверил его народ, который возвращает солнце, идет в путь, в дальний путь, приходит к самому солнцу, просит у него лучик, чтобы вернуть его своей стране. И так как в него верит его народ, это у него получается. И он возвращает солнце своей земле. А помогли ли артистам реалистичные декорации Абхазии? Ой, однозначно. Знаете, играть на фоне пальм очень-очень интересно. И каждый раз, когда мы приезжаем в Абхазию, ну, с этим спектаклем вот уже говорили, что мы были второй раз, это особенно ответственно. И особенно приятно бывает слышать слова похвалы от зрителя. Это бывает, в принципе, после каждого спектакля. Всегда переживаешь, потому что это же их сказка, да, то есть их традиции, их фольклор. И ждешь чего-то такого вот. Каждый раз боишься показать, боишься станцевать, улыбнуться не так, посмотреть не так. Но нам повезло, что Зритель оценил? Зрители, да, правда, очень ценят, не боятся говорить о своих эмоциях. Каждый подходит. Дети всегда радуются, подбегают, хотят посмотреть декорации, начинают трогать, хотят посмотреть, как, из чего состоит наша декорация и куклы. Но актеры всегда с радостью это делают, показывают им, потому что это же вот что важно для актера, это, конечно, внимание своего зрителя. И наши актеры получают это внимание. Асланбек, расскажите о планах на новый театральный сезон. Ну, конечно, самый большой план у нас на этот сезон – это переехать в наш театр, в родной. У нас этот сезон юбилейный, сезон 2020-2021 года. 80 лет театру исполнилось 17 июня. Ну, так как общеизвестные, да, сложности, празднование юбилея мы отложили на конец сезона. Скорее всего, это будет в мае, в конце мая месяца. Уже идет подготовка к этому событию. Но помимо этого в планах постановки на сегодняшний день в работе 2 спектакля, которые будут сданы в этом календарном году. Один из спектаклей – это «Абрикосовая косточка» в постановке Натальи Саламовой. Второй спектакль называется «Красавица башни Большого утеса» в постановке Ирины Баграевой. На весну намечена постановка по нарскому эпосу. Это будет абхазский вариант эпоса. А почему абхазский? Ну, у нас возникла пару лет назад идея создать цикл спектаклей по нарскому эпосу. И цикл мы начали со спектакля «Нарты и золотое яблоко». Это спектакль по нашему остинскому эпосу. Второй спектакль мы решили сделать по абхазскому нартскому эпосу, сказаниям. И, скорее всего, третий спектакль будет по адыгскому. То есть это такая трилогия. Важно отметить, что те сказания, вот, допустим, абхазские сказания называются «Сосруко и пахарь». Аналогия есть и в нашем эпосе, как «Нарт Сослан искал сильнее себя», вот так примерно называется. Вот. Но идея заключается в том, что расширить вообще понимание этого эпоса, не утверждениями, что эпос наш или чей-то, а что он многообразен, многогранен, что каждый из этих народов подчеркнул для себя, для своего народа очень важно. Спасибо большое вам, спасибо, что были с нами. Программа подходит к концу. Доброго вам вечера, до свидания.